Сельское хозяйство, как и большинство других отраслей, оказалось в трудном положении и нуждается в особой поддержке. Об этом глава Коми заявил на специальном совещании по этому вопросу в мае. А сегодня депутаты спросили, как выполняется это поручение. На секторы до сих пор сказываются трудности с кормозаготовкой 2019 года. Тогда впервые вводился режим ЧС. Только сейчас, по сути, ситуация выправляется. Объемы удалось нарастить. Ольга Коняева продолжит. Развивать сельское хозяйство в Коми – дело сложное, но нужное. Это не только продовольственная безопасность, но и поддержка сельских территорий. В 2020 году на отрасль республика выделила более 2 миллиардов рублей. Были увеличены ставки субсидий сельхозпредприятиям. Кроме того, по поручению главы Коми малоимущим семьям финансово помогли с покупкой посадочного материала. В итоге за счет личных подсобных хозяйств в регионе собрали на 40% больше картофеля. Положительные сдвиги в животноводстве – это ключевой ориентир отрасли. Объем производства мяса и яйца увеличился. И сразу 10 новых ферм. Еще не все открыто. У нас 10 числа открывается ферма в Ибу. Это индюшки. На 17 число планируется открытие ферм в Усть-Кулумском районе. Там сразу же 3 объекта, 2 фермы и молочный цех. На 24-25 планируются объекты в Кнешпогосском районе и в Усть-Цильме. Республика на треть обеспечена собственной продукцией. Кроме того, овощи закрытого грунта мы готовы поставлять теперь и в другие регионы. Объем нарастили в 4 раза за счет самого северного тепличного комплекса в Сосногорске. Наши дикоросы, свежие и замороженные грибы уже покупают европейские страны. В Скандинавии ждут воркутинскую оленину. Это единственный в России зарегистрированный мясной бренд географического места происхождения товара. Ждем ответ из Брюсселя о включении в реестр предприятий-экспортеров. В ближайшие 3 года уже начатые проекты будут продолжены, в том числе строительство животноводческой фермы на 540 голов в селе Пезмок Карткиросского района, реконструкция коровников в Сыктывдинском. Финансирование сократится, но для аграриев сохранятся все меры поддержки, а их в регионе более 30 видов. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2021 год сокращено более чем на четверть относительно объемов 2020 года или почти на 500 миллиарда рублей. В том числе в связи с завершением в текущем году строительства ряда объектов в сельских территориях. В ходе анализа представленных данных установлено, что отдельно ожидаемые результаты реализации указанных в паспорте подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования сельскохозяйственной кооперации» не согласуются с динамикой в соответствующих им запланированных целевых показателях госпрограммы на 2021-2023 год. Пока без решения вопрос по безнадзорным животным. С 1 января их можно отловить, стерилизовать, вакцинировать и отпустить обратно. Причем весь процесс нужно фиксировать на видео и содержать четвероногих в особых условиях. За такую работу не берутся подрядчики даже с учетом увеличенного финансирования по сравнению с 2019 годом в 3 раза. Из 36 миллионов потрачено лишь 9. На региональном и муниципальном уровне министерство предлагает предусмотреть условия для участия НКО в этой работе и улучшить оснащение пунктов передержки. Я знаю, что в Сыктывкаре вы планировали осуществлять такой пилотный проект, но какие-то есть сложности с оформлением земельного участка. Есть предложение. В Печоре около 300 человек уже за этот год, с начала года обратились с укусами животных, и Печора очень сильно смотрит на то, чтобы реализовать этот проект очень грамотно. И они уже выделили земельный участок с соответствующим наименованием и готовы включиться в пилотный проект и реализовать его на своей территории. Мы бесконечно собираем деньги на содержание этих животных, на кормление. Значит, уважаемые коллеги, те механизмы, которые мы заложили на реализацию этой программы, они, значит, не те, которые должны быть в нынешних условиях. Если представить, я даже представить не могу, если 25 миллионов бы еще освоили. Развитие села – отдельное направление работы ведомства. Молодым специалистам отрасли выплачивают подъемные до 500 тысяч рублей. Поддержку в этом году получили 68 работников. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство водопровода Вайкина, наружных сетей газоснабжения в Ильгарте и внутрипоселкового газопровода в Часово. Реализованы 25 проектов по благоустройству. С этого года действует сельская ипотека, и продукт уже востребован. На 3 года вперед республика запланировала субсидии кредитным организациям, благодаря чему ставка для сельчан будет снижена еще до 1,5%. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.